початку російської агресії на захист України встали сотні чеченців. Після повномасштабного вторгнення з різних куточків світу приїхали ще більше представників чеченського народу та взяли до рук зброю. Про чеченців в Україні та чим пов'язаний кримсько-татарський та чеченський народи поговоримо з головою уряду Чеченської Республіки Ичкерия Ахмедом Закаевым. Ахмед ага, мы к старшим так обращаемся. Рад приветствовать у нас в студии. Хочу с вами в первую очередь поговорить о сегодняшнем дне, о том, как чеченцы воюют, о том, к чему они идут. Если можно, вот ваш комментарий коротко об этом. Я приветствую вас, наших братьев. У нас, в принципе, отношения сложились не сегодня, не вчера и не после начала войны в Украине, а очень давно. Наши народы, в принципе, пережили трагедию. У нас очень много общего было в судьбе наших народов. Вы, так же, как и мы, находились в колониальной зависимости от России, Российской империи. Именно по этой причине очень много в судьбах нашего народа было общим. И у нас есть очень полное по всем вопросам взаимопонимание. И это вселяет уверенность, что мы сумеем выстроить наше будущее так, чтобы и наши потомки, и история сумели оценить то, что нам удалось сделать, несмотря на все то, что пытаются с нами наши общие враги сделать, противопоставить, сделать нас врагами. Это не получится. И теперь вот война в Украине, снова наши дороги пересеклись. И война, на войне находятся и ваши ребята, крымские татары и чеченцы, которые находятся здесь, они сегодня рука об руку, плечом к плечу стоят и ведут борьбу не только за свободу Украины и украинского народа, но и за свободу, наверное, очень многих народов, которые, может, до конца сегодня еще не осознают, какая угроза нависла над ними. Если бы не Украина и не украинский народ, и если бы не это сопротивление, все могло бы развиваться совершенно по-другому. Именно этого и добивались русисты. Именно они под предлогом нести русский мир пытались закабалить и украинский народ снова, который вышел на путь свободы и определился, и уже и крымских татар. В принципе, вас это коснулось еще раньше, еще в 2014 году. С 2014 года и вы, и мы находимся на войне, и наши ребята, к большому нашему счастью, нашлись те, которые окликнулись сразу на эту трагедию Украины, и без каких-либо призывов они сами пришли, оказались здесь и сделали то, что они сделали. А что они сделали? Они сделали то, что сегодня очень хорошо в Украине различают, где кадыровцы, где чеченцы. Чеченцы сегодня все на стороне украинцев и крымских татар, которые борются за свою свободу и за независимость. И поэтому мне сегодня очень приятно разговаривать с вами, встречаться, потому что я понимаю, здесь есть люди, которые очень четко для себя понимают, что происходит и что произошло, и дают очень правильную, правовую, политическую оценку всем событиям. А наш долг всех порядочных людей быть сегодня рядом с украинцами и по мере сил и возможностей сделать так, чтобы Украина победила в этой войне. И мы этого пытаемся сделать. А вы помните, как вы встретили новость о том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину? Как это было в вашей эмоции? Это у меня на самом деле не укладывалось в голове, потому что я вот все эти предварительные 3 месяца, которые шли разговоры, подтянули войска на границах, пойдет, не пойдет, начнется, не начнется крупного масштаба, я был уверен в том, что
не начнется, что не будет крупномасштабного вторжения. То есть Россия не рискнет, вы думаете? Потому что я был уверен, что Россия не рискнет, Путин не сумасшедший, и да, он очень подлый и коварный, жестокий человек. Это какое-то наваждение, наверное, на него нашло, что он был уверен, что за 5 дней возьмет Украину. И при том это он делал 8 лет, которые прошли после 2014 года, 8 лет он мотивировал украинцев. Он сделал все, чтобы этот народ был готов драться. И вот как он сформулировал начало этой агрессии, вот это для меня был шок на самом деле. Когда он сказал, что он начинает операцию по денацификации и по демилитаризации Украины, я знал, что какие смыслы закладываются вот во все эти терминологии, когда Россия начинала войну. Точно так же они войну не называют войной, это было и в Чечне. Наведение конституционного порядка, там антитеррористическая операция, все это были операции. Но во что они обошлись, сколько человеческих жизней, искалеченных судеб, 300 тысяч только гражданского населения, 42 тысячи из них дети. А сколько миллион людей, которые была исковеркана жизнь. Это я имею в виду даже и русских. Он через Чечню и через эту кровавую бойню русские провели путем ротации 1,5 миллиона людей. 1,5 миллиона искалеченных людей, искалеченной психологией вернулись в эту страну. И в этой ситуации я не думал, зная, каким образом далась ему победа в Чечне, они 20 лет вели эту войну, и продолжает ее вести. Это 17 тысяч квадратных километров, чуть больше миллиона людей. А здесь это великая, огромная страна, огромная нация, 45 миллионов населения. И начинает войну. Это был для меня, это на самом деле был шок. Мы как раз находились в Брюсселе, у нас было заседание Государственного комитета деоккупации, и вот эта новость совпала. Мы там же приняли решение о том, что мы обратимся к чеченцам, находящимся в Европе, с тем, чтобы сформировать батальоны и направить их сюда для отражения российской агрессии. Вот с этого времени, в принципе, у нас уже началась вот такая открытая фаза взаимодействия с Украиной, с украинским руководством. То есть, по сути, с первого дня? По сути, с первого дня. Это было 24-го, мы 25-го уже приняли решение, и в Брюсселе мы сделали заявление. Был большой митинг, в центре города был большой митинг, как раз-таки протестный митинг, посвященный вот началу этой трагедии. И мы там сделали заявление. В принципе, с этого времени мы уже официально как бы начали оказывать поддержку и помощь. Насколько я правильно знаю, вы являетесь председателем правительства Республики Ичкерия. Правительство в экзиле. Как вам удается работать с чеченским народом, находясь в таких условиях? Потому что, насколько я понимаю, исходя из того, сколько чеченцев воюют в Украине, то влиять получается достаточно успешно. Ну, дело в том, что это даже не столько во мне, от меня зависит, от того, что у нас очень наша история, наше прошлое, оно сопряжено постоянная война, постоянное противостояние, сопротивление. Сегодня за рубежом или за территорией России находится более 500 тысяч чеченцев. В частности, в Европейском Союзе около 300, более 300 тысяч. Каждый год рождается до 15 тысяч детей. Это новая генерация, новое поколение, которые выросли здесь, которые рождаются и становятся свободными людьми. И дело в том, что когда задают вопрос, чеченцы разобщены и у них нет единой политической платформы, вот наличие нашего правительства и наших правительственных структур — это и есть подтверждение того, что у нас есть очень жесткая, четкая политическая позиция, у нашего народа есть. Мы существуем и сохранились именно благодаря воле чеченского народа, тех, кто оказывается здесь, оказались здесь. Естественно, мы имеем тесные контакты с домом, с населением, которое сегодня вынуждено находиться под российской оккупацией. И наша история — это не первый случай, когда чеченцы были вынуждены смириться с ситуацией, с той несправедливостью во имя спасения
чеченского народа, этноса. То есть наступал момент, когда срабатывал иммунитет самосохранения. Или продолжение, дальше открытое продолжение противостояния означало бы исчезнуть как этнос, что и произошло с многими кавказскими народами, которые сегодня уже их только остались, наверное, память о них осталась. И то же самое могло бы произойти и с чеченцами, и с ингушами. И вот в этой ситуации вот срабатывался вот этот сам момент, когда вступал в силу вот этот иммунитет самосохранения, и нация, национальность, наш народ каким-то образом сгруппировались и продолжали. Они не смирились с этим, но они были вынуждены взять вот этот тайм-аут, паузу, для того, чтобы потом еще продолжить эту борьбу и сопротивление. И поэтому то, что мы сегодня как правительство сохранили правопреемственность нашего государства и нашего государственного образования, это самое большое достижение за все эти годы. И наш народ, я думаю, этого заслужил, наш народ это высоко ценит. И есть те, которые будут продолжать и борьбу, и будут сохранять вот веру в идею независимость, свободы. И я уверен в том, что чеченцы никогда не смирятся с тем положением, в котором они сегодня находятся, благодаря именно коллаборантам, тем, кто продались, тем, кто предались. Ну, в любой нации, в любой народности, когда территория оказывается под оккупацией, находятся те, которые начинают сотрудничать с оккупантами. И чеченцы в данном случае не оказались исключениями. Точно так же, как и крымские татары. Вы знаете, что сегодня есть в Крыму те, которые сотрудничают с оккупационными режимами. Есть украинцы, которые на оккупированных территориях сотрудничают. Это общая такая... Да, к сожалению, это нужно уже воспринимать как данность. Это как данность. В принципе, это не сейчас, это не с нас началось. Это вот с истории войн, это так всегда и складывалось. Поэтому ничему удивляться не надо. Но с этим нельзя смириться, но с этим нужно жить, продолжать бороться. Я знаю лично несколько батальонов, которые участвуют в военных действиях, защищая Украину. Знаю смешанные группы, такие-то как группа «Адам», где воюют как чеченцы, так и крымские татары, так и представители других национальностей. Батальон Шейха Мансура, батальон имени Дудаева. Вы, скорее всего, со всеми этими батальонами так или иначе коммуницируете, правильно? Безусловно, безусловно. У нас есть коммуникации, контакты со всеми подразделениями. Ну, таком особняком держится этот батальон имени Джохара Дудаева. Они находятся в структуре, которая, в принципе, им ставит задачи. А так, в любом случае, со всеми участниками у нас есть очень хорошая, тесная, налаженная связь. Здесь мы, в принципе, здесь воссоздаем вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Здесь на постоянной основе находится министр обороны. Наши подразделения практически все входят в структуру Министерства обороны и одновременно входят иностранные Министерство легионы. обороны Республики Ичкерия, Министерство правильно? обороны Чеченской Республики Ичкерия. Да, у нас подписано соглашение одним из ведомств Министерства обороны Украины с нашим ведомством Министерства обороны. Подписано соглашение о взаимодействии, и вот на этой основе сегодня здесь формируются на самом деле вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Да, они на данном этапе входят и в структуру Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия, и в иностранный легион, который был создан 28 февраля по указу президента Зеленского. 25-го мы сделали заявление о том, что мы готовы оказывать и формировать батальоны. И потому что мы там же в заявлении оговорили, вы знаете, в европейских странах есть некоторые страны, где есть законы, которые за любое участие в войне, в конфликте не на территории этого государства, оно причисляется к наемничеству и преследуется по закону. Это уголовно наказуемая статья даже. Но если даже взять Польшу, да, они не могут, поляки не могут в качестве добровольцев находиться здесь и вступить в вооруженные силы.
это нужно сделать через министерство, через эти самые. И поэтому вот создание иностранного легиона в этой стране, конечно, это во многом способствовало тому, что очень много чеченцев, которые захотели принять участие, они из Европы приехали сюда и находятся в рядах иностранного легиона и в Министерстве обороны Чеченской Республики. Вам известно, какое количество чеченцев сейчас находится? Конечно, известно. Да, безусловно, мы знаем, да, каждого человека. Но вы не можете разгласить? Нет, конечно, я об этом не буду говорить сейчас. Я понял. У меня будет следующий вопрос по поводу чечено-крымско-татарского такого сотрудничества, потому что лично я находился на встречах наших батальонов, нашего батальона Крым вместе с Меджлисом крымско-татарского народа и батальона шейха Мансура. Есть коммуникация как военная, так и политическая, насколько я понимаю, потому что последний раз совместно с Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым мы вас видели на мероприятии, на форуме годовщины Горской Республики, где выступили как и крымско-татарские лидеры, так же и вы. Расскажите про сотрудничество с Меджлисом крымско-татарского народа. Есть ли у этого сотрудничества история? Ну, эта история, наверное, вот как я вам сказал, это наша общая борьба за свободу, за выживание, скажем так. Крымские татары, так же, как и чеченцы, да, крымские татары в большей степени были лишены возможности у себя на исторической родине находиться и возрождаться, восстанавливаться и продолжать борьбу за свою свободу и независимость. В отличие от чеченцев и ингушей, которые через 13 лет вернулись, а крымские татары это долгий срок был, и в принципе даже до начала 2014 года, до событий, еще не до конца была принята программа по реабилитации, по возвращению крымских татар. Ну, это отдельная тема, сейчас мы не будем ее затрагивать. А что наше общего? Да, безусловно, вот это наша судьба, трагическая судьба нашего народа, это являлось таким общим фундаментом, а наши взаимоотношения, они носили, конечно, чисто персональный характер, потому что я знаю, что Мустафа Джемилев еще, когда мы восстановили нашу государственность, с этого времени у нас сложились добрые такие хорошие отношения. А потом уже, когда последние 20... То есть, я извиняюсь, перебью вас, то есть это когда Дудаев пришел к власти тогда, да, правильно? Да, как это происходило? Вы помните, какая коммуникация, в какой форме это было? Это был телефонный звонок, либо... Не, я думаю, что это вот начало контактов с ними, я еще не был как бы вовлечен в такую общую политическую составляющую чеченцев. Но я знаю, что Мустафа Джемилев имел контакты, он приезжал, а потом мы с ним познакомились уже спустя некоторое время. Я его лично познакомился с ним уже в Англии, когда я находился. Да, он приезжал, мы виделись, встречались, но у нас дружба как бы сложилась уже находясь здесь, потому что у нас был общий друг, это Владимир Буковский, который жил в Кембридже, это советский диссидент, и, естественно, у них дружба началась с мест лишения свободы. Его называли, в принципе, он удивил весь мир еще быть на своей воле, силой воли, он противостоял этой системе, объявлял, по-моему, это самая длинная голодовка в истории человечества, которую держал Мустафа Джемилев, и он не подал. И, естественно, он прослыл таким героем. И с этого времени у меня уже с ним сложились очень личные, хорошие отношения. И, конечно, когда уже первое, что я сделал, когда приехать в Украину, мой сын приехал именно в Украину первым и встретился с Мустафой Джемилевым, и дальше уже все эти контакты и взаимодействие уже с руководством Украины пошло через Меджлис, можно сказать. Рифат Чубаров, потом я с ним познакомился здесь. У вас очень серьезная политическая составляющая здесь, очень хорошая команда, которая работает, и я уверен в том, что они будут добиваться и добьются успеха. И, конечно, наше взаимодействие нашего правительства сегодня с находящимся в Киеве, с крымско-татарским Меджлисом, оно имеет очень серьезные перспективы в будущем. Я в этом абсолютно уверен. На сегодняшний день известно о таких случаях, я уже вам задавал этот вопрос, о случаях, когда во время войны в Чечне чеченские дети находились в так называемых летних лагерях в крымско-татарских семьях. Что вы знаете об этом, и как это происходило, и почему все-таки это произошло?
Это было именно инициировано крымскими татарами. Я думаю, что Мустафа Джамилев сыграл очень большую роль именно в этом. Потому что после Первой войны Мустафа Джамилев, он приезжал на инаугурацию нашего президента Аслана Масхадова. Мы с ним тогда уже были лично знакомы, но у нас еще не было таких дружеских отношений. Но мы... И с этого времени он был очень тесно связан и понимал, что... И, конечно, когда началась Вторая война, и малейшее, когда наступило затишье, когда война из города вышли туда, в предгорную, горную часть, вот в это время и было предложено крымскими татарами привести детей, чеченских детей, и принять их в своих семьях и в домах. Вы знаете, наверное, да, я об этом говорил, Мустафа Джамилев именно в этот момент он усыновил 2 мальчиков, сирот, которые привезли, он их воспитал, он их женил, и они сегодня называют его папой. Один живет в Нью-Джерси, в Америке, другой в Турции. То есть, очень многих судьба сложилась, и она очень тесно связана с крымскими татарами. Это в таком на личном уровне. А, конечно, вот такое боевое братство, которое здесь, сотрудничество, взаимодействие наших бойцов с бойцами крымских татар, оно тоже очень многое. Это очень многообещающее не начало, а настоящее, которое в перспективе, в будущем может иметь очень серьезные последствия, в хорошем смысле этого слова. Это и взаимодействие, и взаимовыдержка. И мы сейчас находимся абсолютно в одинаковом положении. Крым находится под российской оккупацией, Чеченская республика находится под российской оккупацией. Мы обязаны деоккупировать и Крым, мы обязаны, и мы это сделаем, деоккупировать Чеченскую республику. И, конечно, мы рассчитываем я уверен в том, что будет взаимодействие по всем этим вопросам и направлениям. После 2014 года в оккупированном уже Крыму стали появляться представители Кадырова. Люди, которые называют себя чеченцами, выкупали бизнес, занимались так называемым бизнесом. Вы можете подозревать, какие цели тогда Кадыров и его последователи преследовали в Крыму? Нужно исходить из того, что вот теперь мы уже понимаем, Путин очень давно они готовились к войне с Украиной. И, естественно, нужно понимать, что вот тех, кого мы называем сегодня кадыровцами, хотя они чеченоговорящие, я еще раз хочу, пользуясь случаем, поблагодарить и вас, и крымских татар, и украинских братьев, которые просто знают очень хорошо, различают, где кадыровцы и где чеченцы. За это особая благодарность и крымским татарам, которые тоже соприкоснулись с этим явлением. Но первыми с этим соприкоснулись мы, чеченцы. Кадыровцы — это люди, которые предали свой народ, эти люди, которые глумились над собственным народом, и продолжают глумиться. Жестокость, которую они проявляют по отношению к чеченцам, это просто его нельзя объяснить на словах, и никто не может в это даже поверить. Но это какая-то особенная группировка, которую воспитали Путин. Вот их, есть такое общее понятие манкурты, да, людей лишают. А они хуже манкуртов. Дело в том, что манкурты, они теряют связь с прошлым, они становятся такими роботами. А эти, имея и память, потому что каждый из них знает, что в их семье в Чечне практически нет ни одной семьи, которая не пострадала бы в результате этой войны. Но они знают об этом, и при этом они начинают служить этому режиму. Вот объяснения этому явлению на самом деле у меня нет. Вот, хотя у нас есть попытки, то, что еще с историей связано, что это не чеченцы, на самом деле, что этнические не чеченцы. То есть 1, 2, 3 поколения уже ты выходишь за пределы Чечни. Вот кадыровцы, 100% это доказано факт, они не чеченского происхождения люди, они совершенно другие, это пришлые люди. И поэтому, когда мы сегодня копаем в историю и вспоминаем заявления или рапорты, которые писал еще Ермолов в те годы, когда шла Кавказская война, он говорил, дело в том, что такое было явление. На Кавказе, Чечне, несмотря на то, что идет война,
Чечне появлялись люди, преследуемые кем-то. А вот это беглые крестьяне, там поляки, украинцы были в Чечне, очень много было украинцев, которые получили политическое убежище и политический статус. Особенно вот в царское время, вы знаете, солдат призывали на 25 лет. И они, когда бежали из армии, они приходили в Чечню. И Ермолов в своем докладе императору пишет, что вот они находят убежище в Чечне, и они не выдают их даже под угрозой смерти. Я, говорит, сжигал несколько деревень и сел, но ни одного не выдали. И там же есть другой рапорт, который он пишет, что мы сделаем так, что вырастет поколение чеченоговорящих, которые будут являться проводниками нашей политики среди них. То есть вот это люди, которых в свое время принимали, уже через несколько поколений они учили хорошо язык, они знали чеченский язык, их пристраивали даже какого-то тейпа, их причислял к себе, чтобы взять их под защиту. У нас тогда были такие тейповые клановые структура, система была. И вот тогда их зачисляли в какой-то тейп, и чтобы их защитить. И в последующем этих людей уже использовала Россия. На самом деле и сегодня вот те известные имена, вот которых мы знаем, Кадыров, там, Демельханов и другие, они этнически не чеченцы. И вот среди них, вот тех, которые сегодня вытворяют и проявляют жестокость и по отношению к чеченскому народу, и выполняя так называемую установку Кремля, они создают образ чеченца именно в таком виде и в таком качестве. Дело в том, что изначально Путин почему задействовал чеченцев в этой войне, просто почему он представил. Ему нужно было вбить клин между нашими народами. А связь между Украиной, украинским народом и чеченцами, она имеет свою долгую предысторию, еще с Кавказской войны. Которую тщательно скрывали. Которую тщательно скрывают. Даже я, человек, который вроде бы занимался политикой, я обнаружил соглашение, которое было подписано, готовилось к подписанию в 1919 году. Вот была Горская республика, конфедерация народов Северного Кавказа, во главе которой стоял чеченец, и Народная Демократическая Республика Украины. Они готовили документ подписания о взаимодействии и взаимопомощи еще в те годы. Но, однако, большевики и потом уже чекисты разрушили и Горскую республику, разрушили и разбили и Народную Республику Украины. Оно не состоялось. Но документы имеются. То есть, в 30-е годы очень много украинцев вот в этот геноцид, очередной геноцид украинского народа, Голодомор, очень многие вырвались на Кавказ. И они были в Чечне. У нас практически в селах нет ни одного села, где нет выходцев коренной национальности украинцев. Да, они чеченцы сегодня, они мусульмане, они знают язык, но в своем втором, третьем поколении или мать, или бабушка, или дедушка – это украинцы. Вот этих детей оставляли, многие дети остались в Чечне, которых чеченские семьи разобрали, и они выросли, они сегодня, все знают, и они знают, что они такие, выходцы из Украины, они чеченцы. То есть, если вернуться... И поэтому Путину очень важно было разорвать эту цепь, потому что если на самом деле объединение таких мощных этносов, и как крымские татары, мы знаем историю крымских татар, и как украинцев, мы знаем сейчас, тем более знаем, и теперь уже весь мир, и наш этнос, это 3-4 этноса на постсоветском пространстве, которые всю свою жизнь продолжали борьбу и не покорялись, и не поддавались ассимиляции, российской ассимиляции. И поэтому им нужно было именно сделать так, чтобы мы противопоставить нас. И именно из этого исходили кадыровцы, которые бесчинствовали в Крыму, приезжая туда, как только у них появилась такая возможность. То есть, если вернуться ранее, вы утверждаете, что кадыровцы — это не только идеологическое определение, но еще и генетическое, правильно? Абсолютно, да. Абсолютно. Сейчас это доказанный факт, потому что, когда у нас был такой певец один, народный певец, Валид Дагаев, когда он говорил, если ты забыл, кто ты сначала поругайся со своим соседом, он тебе расскажет и про всю твою историю, про твоего всех прадедов, откуда. И сегодня, когда чеченцы столкнулись с этим явлением, естественно, они начали вычислять, кто и когда из этих людей появились в Чечне. И
откуда они появились. Именно кадыровцы и то окружение, которое сегодня бесчинствует в Чечне. Иншаллах, будет так, как мы планируем. Крым будет свободен, и Чеченская республика Ичкерия тоже освободится от оккупации. Какова перспектива того, что Чеченскую республику Ичкерию признают в мире как независимое государство, и как быстро это произойдет, как вы думаете? Ну, в принципе, этот процесс уже идет на самом деле. И не только с 18 октября 2022 года, с началом признания Рады, Верховной Рады, нашу территорию оккупирована, еще с 1997 году. 96-97 год, выборы президента после Первой войны, эти выборы были проведены на основе Конституции Чеченской Республики Ичкерия от 1992 года. И эти выборы организовала ОБСЕ. ОБСЕ – это 57 стран, которые входят в эту структуру. И в их протоколе выборов было прописано, что выборы прошли на основе Конституции Чеченской Республики от 1992. То есть это был факт признания нас как независимое государство. А вопрос установления дипломатических отношений – это разные вещи. И вот в международной практике есть факт признания и есть установление дипломатических отношений. Да, мы были признаны, но у нас практически ни с кем не были установлены дипломатические отношения. И сейчас мы, как таковой, как субъект, международный субъект, мы таковыми остаемся. Установление дипломатических отношений, я уверен в том, что по окончанию войны уже исходя из наших тесных взаимоотношений с Украиной, которые в последующем будут еще более серьезными и иметь очень серьезную политическую основу для взаимодействия и для оказания взаимодействия и помощи. Сегодня Украина является, в принципе, лидером свободного мира, и я уверен в том, что признание и установление дипломатических отношений с Чеченской Республикой, это имеет очень большие шансы, и это будет недалеко это не очень далеко в историческом, имеется в виду, плане. Это как только мы освободимся, я думаю, что сразу же у нас начнется именно этот процесс установления дипломатических отношений. И уверен, что первое это будет Украина. В принципе, у нас уже есть генеральное представительство здесь, но оно еще не является не посольством, ввиду того, что мы не имеем возможность открыть посольство у себя на территории в Чеченской Республике, потому что наша территория, она оккупирована. Ну и под завершение хочу задать такой исторический вопрос. Так сложилось, что Крым в период Крымского ханства, да и в период образования Крымской Народной Республики в 1917 году до оккупации большевиками, так или иначе либо влиял, либо на него влияли определенные кавказские процессы. То есть так или иначе крымские татары имели тесные связи с кавказскими народами, в том числе и с чеченцами. Потом мы видим тенденцию историческую того, что эту связь пытались разорвать. Как вы считаете, почему на сегодняшний день вот эту тесную связь и надобность связи Крыма с Кавказом, достаточно которая была монолитная, сегодня Россия пытается уничтожить, и почему для нее это так важно? Ну, для любой империи было всегда важно, чтобы колонизированные народы, они должны... Принцип какой был? Разделяй и властвуй. Вот пока народы, которые находятся в колониальной зависимости от России или от любой другой империи, пока они разобщены, это удлиняет век этой империи. И они руководствуются, и по сей день руководствуются этим принципом. И это абсолютно очевидно. И этот же принцип они использовали и против крымских татар, и чеченцев, и кавказских народов, и на территории самого Кавказа, даже выходцев Кавказа. Этим принципом они руководствовались. Но сегодня мы верим и видим, что это попытки, они тщетны. И дальше уже не обманывать, не вводить нас в заблуждение, тем более противопоставлять нас друг другу никому не удастся. Последний вопрос связан с чеченским языком и самоназванием крымских татар. Насколько мне говорили, у меня был опыт общения с одним дедушкой чеченцем,
который сказал мне, что они крымских татар не называют татарами, называют совсем другим словом. То есть татары для них это татары, я так понял, казанские, башкирские, и те, которые живут, в принципе, в России. Знаете ли вы, как называют крымских татар чеченцы? Нет, на самом деле я не знаю это. Вы... Ну, он мне сказал, да, как называется. Оказывается, если я правильно сейчас произнесу, крымских татар чеченцы называли Кырмахой. Крымхой. Или Крымхой. Крымхой, от слова Крым они называют их, Крымхой. Да. То есть это было открытие для меня тогда, на самом деле. Ну, это, знаешь, это распространяется не только на крымских татар. Это вот название этноса или этнической группы по географическому расположению их места. Вот Крым и Крымхой называли от крымских татар. Да, просто он мне доказывал, что мы не татары. На самом деле есть, да, часть истины. На самом деле многие крымские татары считают, что все-таки это не крымские татары, а крымцы. И правильный этноним — это крымцы, а татары — это уже название, которое дали русские, потому что всех завоевателей они называли татарами, оказывается. Вот, знаю, у меня такое отношение. У нас очень много дискуссий, особенно в последнее время, когда появляются какие-то этнические группы, которые самоидентифицируют себя таковыми. И кто-то начинает доказывать: нет, вы не это самое, вы эти, вы вот выходцы, мы одна нация. Ну, скажем так, ну, что сейчас буду кривить душой, ингуши и чеченцы. Есть очень много чеченцев, которые считают, что вот ингуши это мы ингуши и чеченцы это одна нация. А ингуши категорически с этим не согласны. И я абсолютно согласен с ингушами. Любой человек, любой представитель, вот кем он себя идентифицирует и он себя считает, вот тем он и является. И я всегда чеченцам, которые выступают против того, чтобы признать ингушский этнос, я говорю: вот это наш братский народ. Мы просто обязаны, и чеченцы обязаны признать это как данность. Это уже отдельный этнос, это отдельная этническая группа, это ингушский народ. Но да, это самый близкий народ чеченцам. Мы два братских, но разных народа. Мы не братья, мы уже, раз ингуши себя идентифицируют исключительно вот как этнос, ингушский этнос, эту данность нужно принимать и чеченцам, и ингушам, которые считают, что нет, это чеченцы произошли от ингушей. Или я думаю, что вот это вопрос, вообще дискуссия абсолютно ни о чем. Нужно признавать тех, вот, как вы себя идентифицируете, таким вы и тем вы и являетесь. И Крымхой тоже, я думаю, что они и есть Крымхой. Раз они себя таковыми считают, значит, они Крымхой. Спасибо огромное. Очень было приятно с вами пообщаться. Очень много нового мы узнали.